Что на самом деле правительство США хочет от Таджикистана? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какие угрозы и опасности могут коснуться Таджикистана. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. 15 и 16 июня в Таджикистане с визитом побывал командующий Центральным командованием США генерал Майкл Курилла. С журналистами он не встречался, но ответил на письменные вопросы СМИ. Во время своего визита генерал встретился с президентом республики, министром обороны, начальником Генштаба вооруженных сил, зампредседателя ГКНБ, чтобы обсудить совместные усилия по укреплению безопасности границ, устранению региональных угроз и оказанию поддержки вооруженным силам Таджикистана. Целью визита высокопоставленного гостя было установление отношений. Я буду возвращаться сюда на протяжении всей моей службы, поэтому я считаю, что этот первый визит был посвящен тому, чтобы выслушать мнение. Под этим высказыванием я подразумеваю то, что я стремился услышать от руководства вооруженных сил страны о проблемах безопасности. В Центральном командовании мы восхищаемся той лидирующей ролью, которую играет Таджикистан в Центральной Азии сегодня. Наши прочные отношения с Таджикистаном исторически действительно крепки. Буквально через 2 недели мы будем отмечать золотую годовщину. 1 июля 1992 года было подписано первое торговое соглашение между нашими 2 странами. За последние 3 десятилетия мы выработали общую приверженность миру, процветанию и безопасности в Таджикистане и Центральной Азии. За этот период мы предоставили Таджикистану помощь в области безопасности на сумму более $330 миллионов. Известно, что Таджикистан по сравнению с другими центральноазиатскими государствами имеет самую протяженную границу с Афганистаном. Расстояние около 1400 километров. Это огромное пространство для наблюдения, и это является приоритетом для нас и Таджикистана. Я знаю, что Таджикистан поддерживает усилия по стабилизации ситуации в Афганистане и носит ключевой вклад в будущий мир и процветание в этой стране и регионе. Я очень обеспокоен растущей угрозой ИГИЛ в Афганистане и восстановлением деятельности Аль-Каиды в регионе. Это проблемы, которые мы должны решать, и мы должны сказать откровенно: Аль-Каида восстанавливает свои позиции в Афганистане. Мы не можем закрывать глаза на нее. Это проблема, на которую мир должен обратить внимание. ИГИЛ также остается угрозой. Несмотря на то, что группировка ослабла в Ираке и Сирии, на сегодняшний день в Афганистане она намного сильнее, чем 9 месяцев назад. Гнусное пламя ее насильственной идеологии продолжает гореть. ИГИЛ по-прежнему представляет угрозу для региона, и мы продолжаем быть приверженными его окончательному разгрому. Для противодействия перечисленным угрозам наше сотрудничество в области безопасности с таджикскими силами безопасности сосредоточено главным образом на операциях по борьбе с терроризмом и охране границ. В этой связи наша помощь в обеспечении безопасности сосредоточена в первую очередь на обучении, оборудовании и обеспечении инфраструктуры для защиты границы. За последние 4 года Центральное командование предоставило наземные датчики для таджикских пограничников. Мы также предоставили все средства связи, используемые на границе, в том числе 4800 раций. Мы передали Таджикистану более 400 патрульных машин. Мы будем продолжать предоставлять такую помощь. Как вы относитесь к такому сотрудничеству и к тем угрозам, о которых говорит представитель США? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. После захвата Афганистана талибами в августе 2021 года Соединенные Штаты увеличили объем помощи в обеспечении безопасности границ, чтобы помочь Таджикистану сохранить стабильность. Посольство вскоре приступит к строительству нового пограничного отряда в Чалдаваре на таджикско-афганской границе. Это лишь один пример помощи. Нас беспокоит таджикско-афганская граница. Мы обеспокоены региональной безопасностью, особенно в случае, если ИГИЛ продолжит расти в Афганистане. Мы также обеспокоены нарушениями прав человека со стороны Талибан. Недавние шаги, предпринятые талибами для ограничения основных свобод женщин и девочек, а также ограничения открытой и свободной прессы, вызывают беспокойство и тревогу. Правительство США остается крупнейшим донором гуманитарной помощи Афганистану и афганским беженцам, и мы будем продолжать наращивать это сотрудничество. Посольство США и частные американские доноры также оказывают помощь Таджикистану, который продолжает принимать
принимать эвакуированных афганцев. Благодаря финансированию со стороны США, единственная в Таджикистане школа с преподаванием на языке дари продолжила свое функционирование, оставив в классах 500 учащихся из числа афганских беженцев. Мы благодарны вооруженным силам Республики Таджикистан за обеспечение безопасности самолетов ВВС Афганистана, которые прилетели в страну в августе прошлого года. Несмотря на то, что талибы неоднократно угрожали и выдвигали свои требования в связи с этим, самолеты не будут возвращены талибам, поскольку они им не принадлежат. Соединенные Штаты продолжают с правительством Таджикистана работу над определением наилучшего способа эффективного использования и обслуживания самолетов. Мы надеемся, что сможем передать некоторые или все самолеты правительству Таджикистана. Я сейчас не могу точно сказать, когда именно это произойдет, но мы прилагаем все усилия для решения этого вопроса. Соединенные Штаты сосредоточены на цели обеспечения долгосрочной региональной стабильности в Центральной Азии, и наша помощь правительству республики предоставляется с этой целью на протяжении последних 30 лет. Наше основное внимание сосредоточено на безопасности таджикско-афганской границы от внешних угроз, особенно терроризма. Мы обеспечиваем таджикские силы безопасности обучением, предоставляем оборудование и средства, необходимые для защиты Таджикистана от внешних угроз. Мы выражаем нашу озабоченность правительству Таджикистана, когда это уместно. Мы постоянно сообщаем всем нашим партнерам, что защита и продвижение прав человека необходимы для достижения наших общих целей, процветания, стабильности и безопасности. Как вы относитесь к тому, что достаточно обширное сотрудничество Таджикистана и США? Доверяете ли вы им? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!